Здравствуй, дорогой зритель! Меня зовут Прошина Надежда, и я актриса Башкирского государственного театра кукол. Я с детства мечтала стать актрисой. Я с 5 лет занималась танцами, ходила в музыкальную школу, и моя цель была это поступить в Москву, а дальше сниматься в кино. Я жила своими мечтами. Но вот детство прилетело, и я поехала в Москву поступать. Это у многих актеров происходит, не только у меня. К сожалению, я не поступила в Москву, и я уехала в Ярославль. Думаю, ну раз в Москве не получилось, про Ярославль я слышала много хороших отзывов, но, честно, я ничего и не знала. То есть я не видела ни спектаклей студенческих, ни педагогов не знала. Я просто мне мои педагоги, которые помогали поступать в институт, они мне сказали, что Ярославский государственный театральный институт, он очень хороший. И я поехала. Я поступила в Ярославль, но не на кафедру артист драматического театра и кино, а на артиста театра кукол. Ну, я была счастлива, конечно, что я поступила в театральный институт, но огорчилась, что не на драматическое отделение. Думала, ладно, отучусь. 4 года потом уеду в Москву, все равно там стану актрисой и буду сниматься в кино. На первом курсе я полностью, даже могу сказать, кардинально поменяла мнение вообще о театре кукол. Я влюбилась в театр кукол благодаря своим мастерам. Они много вкладывали в нас, чтобы поменялось мнение, что театр кукол — это не просто стоять за ширмой и работать куклой, а это намного больше. И что там перчаточная кукла, тростевая, планшетная, не только могут быть такие куклы. Куклы может быть даже простой листок бумаги. Куклы может быть наша часть тела, рука наша может быть куклой, а мы можем отдельно от куклы существовать. Было трудно очень учиться, но интересно, потому что много информации, ты пытаешься вникнуть, и днями, ночами репетиции, оно того стоило. И эти 4 года, они быстро пролетели. У нас также были спектакли. Я безумно на 4-м курсе любила играть в спектакли. Мы ездили в Польшу. Много опыта, особенно когда ты знакомишься с актерами с других стран. Это колоссальный опыт. И вот после института я уехала в Крым и устроилась в Крымский академический театр кукол. Там я проработала 1,5 года, и потом я вернулась на родину и переступила порог Башкирского государственного театра кукол. Этот театр стал мне близок, хотя я работаю на самом деле довольно недолго, 3 месяца, и месяц из них мы вот сидим на карантине. Но я пыталась проанализировать, почему это произошло, как, и поняла, что все касается, как сказать, правильно, это благодаря людям, которые работают в театре. Они приняли меня и помогли мне проявить себя. Мне кажется, это очень важно вообще в театре, когда тебя поддерживают и когда тебе помогают. А вот в нашем театре как раз работают именно такие люди. Я за что очень-очень благодарна. Театр кукол, я могу сказать, что это вот мое настоящее и мое будущее. Потому что это счастье, когда ты даришь радость детям, их родителям. И когда во время спектакля также у вас с актерами происходит взаимообмен этих положительных эмоций, когда вот эта вспышка, и все счастливы. Спектакль может быть очень тяжелым, ты можешь быть уставшим, но настолько счастливым, что вот произошло, когда все счастливы. И ты становишься тоже радостным и понимаешь, что все это не зря. Поэтому, дорогой зритель, когда мы выйдем с карантина, обязательно приходите к нам на спектакли, мы вас будем ждать, и мы по вам очень скучаем. А сейчас обязательно смотрите наши рубрики, пишите, что вам интересно, и мы постараемся это воплотить в жизнь. Спасибо вам за внимание, до скорых встреч!